Маш Долса, Хамсаднукус. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. У нас вот такая вот сегодня теплая погода. У меня в гостях внуки. Я даже с Мухаммедом гуляла. Забыла уже даже снимать вам, наверное, надо было и с малышом поснимать. Пока Мадина занималась онлайн с логопедом с Аишкой, мы с Мухаммедом гуляли. И я в таком теплом платье, правда. Ну, почти минут 40, наверное, мы гуляли. Мне даже было тепло, потому что солнышко прям вот припекало. Сейчас, правда, небольшой ветерочек. Уже не так жарко прям, как было. Но тепло все равно. Вот такая погода, представляете? Вчера еще был минус. А сегодня, наверное, плюс 5-6 однозначно. Вот так вот, мои дорогие. Я снова не снимала ролики, вы смотрели. Пока вы смотрели ролики, я вообще ничего не снимала. У меня был аврал. Снимала кусочки своих заказов. Не знаю, куда я это все поставлю. Хочу вам горы немного приблизить, но не очень-то хорошо видно. Ну, вот так вот. Дело в том, что действительно у меня аврал на этой неделе был. Заказ за заказом, и 2, и 3 заказа в день. Заказ готовой еды. Когда полуфабрикаты, я еще как-то успеваю, но когда заказывают готовую еду, времени в обрез. Потому что, ну, сами понимаете, и по хозяйству, и дома, и готовка, и заказы, а потом еще и посуда за заказами, уборка этой посуды. И многие мне пишут, что нужна посудомоечная машина. Если честно, я уже подумываю, куда ее приспособить просто. У меня на кухне очень мало места, но посмотрим. Скорее всего, куплю. Просто надо сейчас определиться в мойку, если ее можно будет поставить, под мойкой, вернее. Или на крайний случай рядом с мойкой шкафчик, в котором я ставлю чашки свои, вот эти вот. Может, туда даже. Ну, короче, посмотрим. Буду покупать, наверное, все-таки посудомоечную машину, потому что я просто не справляюсь. Так, ну все, пойдемте домой. У меня сегодня заказов нет, как ни странно, пока. Хотя там писали уже, спрашивали, что можно будет сделать у меня в группе. У меня есть группа WhatsApp. Вернее, не у меня, а у нас с дочкой. Куда мы скидываем заказы, куда они заказывают. Могут заказать. Если что, я оставлю номер телефона, можете зайти. Ну, это, конечно, актуально только жителям Ингушетии. Ну, а так, если хотите, заходите, смотрите, там все равно. Ну, никаких рецептов, ничего нет. Просто прайс-листы, что мы готовим, что можем приготовить, разговоры про заказы. Вот такая вот группа WhatsApp. Мы сделали такую группу WhatsApp, потому что в Инстаграме я просто сама не захожу. У меня нет терпения лазить, включать VPN, выключать этот VPN. Короче, вот так вот. Ну все, пойдемте. У меня что-то ворота сами по себе открылись. Ветерок такой. Пойдемте. И у меня, я купила 15 кур, мне их сейчас нужно разделать, осмолить, помыть. И хочу из них что-то приготовить. Ну, чтобы обычно бывают заказы, друзья, и хотят быстро, чтобы было что-то быстрое. Хочу для заказов положить в морозилку, что, ну, может быть, сразу же для обжарки, для готовки. Ну, посмотрим, короче, будем там общаться. Так, ну вот, друзья, мой объем работы. 15 курочек. Покупала я их по 350 рублей. Да. Но они даже маленькие. Я в тот раз у нее покупала, они были намного больше. Нет, я и в тот раз по 350 покупала, но они были, сейчас я на интерес их взвешу, были намного больше. Тогда было где-то 2800, 3 кило. Просто они это самое... Я потом только поняла, что они у нее последние, потому что она сказала, что вчера не работала. Ну, как последние? После чистки. Ну, вчера не работала, потому что вес у них маленький, они немножко их доращивают. Ой, сейчас я на интерес посмотрю, сколько. По-моему, у меня намного больше. Ну, 2400 это одна. Ну, вот были 2800. Да, 2500, 2800 были. Я сразу вижу, что они поменьше. 2269, 2300. Некоторые поменьше.
2,369. 2,400. Короче, 2,400, 2,500. Вот это посмотри. Крупнее? Не знаю. Нет, она вообще меньше. 2,180. Видишь, они маленькие. Самое интересное, вот так вот смотришь, вроде бы они нормальные. А вот так вот переворачиваешь. Ну, я сразу поняла, что они поменьше тех, которые я покупала. Я 5 штук Меня покупала. что, А? Меня что, не видно? Нет, тебя там не видно. Она без хиджаба, поэтому говорит, меня что там не видно. Так, У тебя номер 822 61 77. да, МТС? Да. Так, ну вот такие вот, друзья, у меня дела. Как вы понимаете, снимать, когда идет крупный заказ, это вообще не вариант. 67-й. Так, ну вот. Короче, друзья, вот такой вот заказ. Ой, заказ, я уже помешалась на этим заказ. Такая работа у меня сегодня. Сейчас быстренько их почищу, осмолю, разделаю. А там, по ходу, посмотрим, что я из них буду делать. Ну, скорее всего, рулетов 5 я сделаю заморозку, чтобы они у меня были. Дальше что хочу я сделать? Котлеты хочу сделать тоже, наверное. Ну, а остальное уже просто замариновать, чтобы были готовые. Ну, если я буду успевать или что-то другое не поступит, будем с вами это все делать. А если да, то уж не знаю, что и будет. У меня еще ролик маленький такой снятый, когда у Мухаммеда день рождения было. Тоже у меня не получилось до конца этот ролик снять. Как раз в этот день тоже было несколько аж заказов. И его день рождения, и заказы, и дети. Тут, короче, тут вообще был кавардак. Я не знаю, что тут, как я этот заказ выполнила и отправила. Выгнала их сначала всех туда в дом, чтобы я заказ доделала. Потом все собрались, шашлыки жарили. Это был какой-то адский день, если честно. Мухаммеда 2-летия я запомнила надолго. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. И с нами и Аишка. Так, я только что сняла холодец, сама его попробовала. Действительно, очень мне понравился. И сегодня новый день. Сегодня у нас день рождения Мухаммеда, моего внука. И дядя поехал утром. У них прям такая связь со старшим моим сыном, с дядей старшим, что он поехал с утра, привез ему продукты, хочет сегодня сделать какой-то, ну, застолье какое-то небольшое, и хочет его тоже повезти сегодня в развлекательный центр. Но говорит, поедем, только я и он. Больше никого с вами с собой не возьму. А потом мне говорит, мама, ты с нами тоже поедешь. Ну, не знаю, как мы без Аишки поедем. Наверное, поедем все. Да, Аиша? Да. Так, и сейчас покажу продукты, что он купил. Так, мама зайдет? Подъезжал, мама. Скормит малыша. Ага. Так, значит, купил вот что он с утра поехал, купил гранаты. Но это уже, наверное, местные последние, поэтому такие маленькие. Но они все равно сладкие бывают. Мандаринок купил детям. Купил помидоры с огурчиками. Это к шашлыку, наверное. Так, купил минеральную воду, чтобы замариновать шашлык. Так, ну, мариновать, наверное, у нас будет Ибрагим. Но он еще спит. И купил вот такую вот баранину. Так, интересно. Вот, да, видно. Вот такую вот баранину купил. Купил свежий курдюк. Так, ну это сейчас мальчики будут разделывать и мариновать. Ну и приправы для шашлыка купил. Такие вот покупочки сегодня у дяди. Ты лицо помыла? Почему? Почему ты не умылась? Пойдем? Как нет? Пойдем умываться. Завтракать будем? Блинчики сделать? Или кашу? Что? Кашу. Ну, давай кашу будем. Аиша, вкусные блины у бабушки, да? Мама.
Иди валите. Ha, werkelijk. Injdu wal. أحمد الدعوة دي إيده ويتابع كاز مدينة حلقة لا ياي يا مدينة مخاطر إيده وتانكو دي كادو Ну, где Мухаммед? Багаги, ну что, какая сейчас должен? حاجة Сейчас уже видите. ها ها А мне тут написали, что вы что, рабыню себе берете, собираете, что-то такое. Мне надо будет ответить на этот комментарий. И был еще комментарий, вы свою внучку тоже к такому замужеству воспитываете или готовите, что-то такое было. Я его заскринила, надо будет прочитать. Обеду. حبيدو شين كي تساعدو شين كي تساعدو Дай зачет. Халатич. Халатич. Во. Во. هيدين الدين محمد محمد برجع ورا صوت الشراف 就这一集不是个 Так, мои дорогие, я не смогла снимать, как я все это делала, но в следующий раз как-нибудь вам покажу. Короче, 15 кур я вам показала, что у меня вот 15 кур надо было приготовить. Ну, одну курочку я, правда, отварила. Мы пообедали, это вот 14 кур. Вот таких вот 5 кур я приготовила, просто замариновала, и они готовы в духовочку, и все. Приготовила вот такие вот котлеты по-киевски. Это из 4 грудок, по-моему, или 3, 4, да, 4 грудки куриные. Вот. Получается, нет. Из 4 грудок у меня получилось вот эти вот шарлоточки. А это 2 килограмма куриного фарша. Но это был отдельно фарш у меня. Да, вот так вот. Значит, 5 рулетов вот таких вот куриных, как вы видите. Да, вот, правильно, все правильно говорю. Это 5 рулетов, это 5 кур для того, чтобы в духовке запечь. Это из 2 килограмм у меня получилось 22 куриные котлеты. Значит, 4 грудки получились отбивные вот такие вот. И 4 курицы без грудок получается. Вот такая вот смесь. Это тут, значит, у нас что? Без грудок 4 курочки, как я сказала, порубленные на кусочки. Здесь у меня помидорка, морковь, болгарский перец, баклажан и гавайская смесь. У меня была куплена 1 пакет, добавлена гавайская смесь. Там кукуруза, горошек и фасоль была. И морковочка там тоже там была. Но я еще и свою морковку добавила. Сейчас я это тоже запакую в пакеты по килограмму. И тоже, ну, вот такие вот полуфабрикаты я приготовила, девочки, друзья, специально. Потому что у нас, я, по-моему, говорила, нет, не знаю, мы создали с Танзилой, с моей дочкой группу в WhatsApp. У нас там, ну, пока где-то 100 человек, по-моему, если я не ошибаюсь. Некоторые заказывают, некоторые пока просто наблюдают нашу группу. Но иногда бывает, что вот у нас едут гости, срочно не успеваем, есть ли что-нибудь готовое. Вот на такие случаи можно просто даже заказать заморозку такую. Вот я сейчас их все пойдет в заморозку. Они могут себе заказать, и пока их гости едут, вот я им могу быстренько это все отослать. Они поставят в духовку, ничего не надо размораживать, буквально все из этих блюд в течение 40 минут приготовятся. Ну, правда, рулет немножко будет подольше, а остальное все 30-40 минут и все готово. Я еще потихонечку сделаю заготовки. Единственное, что вот у меня проблема, что морозильник маленький. Ну, не маленький морозильник, у меня огромный, но для всего места не хватает. Так что придется покупать морозилку срочно причем. Я хотела более дальше к весне, но
вряд ли. Вот так вот, друзья. Сейчас я быстренько вот это вот запакую по пакетам, и это все пойдет в морозилку. Так, ну вот так вот получилось у меня 6 вот таких вот. Тут даже больше килограмма в каждом пакетике. Кило 200, кило 150. Распределила вот так вот. Очень вкусно пахнет. Я приготовлю, покажу уже в готовом виде. Но, скорее всего, не в этом ролике. Вот так вот, друзья. И все это теперь идет в морозилку. А потом уже, я надеюсь, в продажу. Надеюсь, я выручу, вернее, женщин, которым некогда готовить. Ну вот как-то так. И, друзья, я ошиблась, положив просто обычные кулечки в пакетики. Нужно было в рукав для запекания. Вот такие вот конфетки у меня получились. И они сейчас идут в заморозку.